который час. Сколько можно ждать этого Уметы? Где это видно, чтобы вообще девушка ждала мужчину? Как можно быть таким непунктуальным? Говорят, что женщины это непунктуальный народ. Где же он? Сколько можно его вообще ждать? Зла не хватает на все это. Я стою такая нарядная, жду Умеда. Где это видано? Пусть только появится сейчас, я ему сейчас такое устрою. Самая прекрасная и обворожительная соведущая всех. Умет, стоп, не хочу ничего слышать. Который Так час? и знал. Так и знал, не помогут мои комплименты. Мы договаривались в 17:00. Ну а сейчас который час? Немножко там, 5 минут, по-моему. 5 минут или 45 минут? Где это вообще видно, чтобы девушка ждала мужчину? Где это видно? Согласен. Где ты был? И стоп, Согласен. Я стоп, прошу не прощения. хочу ничего слушать. На чем ты приехал, Умет? Вот именно об этом я тебе и хотел сказать, а ты не даешь мне ни слова вставить. Я понимаю, что я виноват. Хочешь, на колени встану? Нет. Правда, здесь грязный асфальт, я тоже не хотел. Спасибо большое за понимание. Это не поможет. Ни юмор, ни комплименты не помогают. Значит, у нее уровень злости левел 85. Оцениваем. Что делать Умет? Думай. Она слышит все это? Она слышит. Итак, Парвина, об этом я тебе и хотел сказать. Сегодня мне Вот ты слышала пословицу «Влюбленные часов не замечают». И я влюбился в нее, в эту прекрасную, в эту обворожительную, роскошную красавицу, на которой я приехал сегодня. Этот лимузин, он шикарен, Парвина. Он просто нечто. Стоп, Это... стоп. Сразу же 1000 вопросов. Откуда он у тебя? Да, нужно же объяснить. Парвин, понимаешь? Я думала, у нас одинаковая заработная плата. Откуда у Зарплата тебя у нас с лимузин? тобой одинаковая, такая, что ее хватает на один поход куда-нибудь в хорошее кафе, не в ресторан, увы. Но лимузин к нашей зарплате не имеет никакого отношения. У нас все честно на радиосалон, на телевидении салон. Мы с тобой получаем одинаково, но передачи у нас с тобой, дорогая моя, разные. И поклонники, и поклонницы. Поклонницы у нас с тобой разные. И поэтому решили они, что ведущим передачи онлайн Умет Джону не пристало все-таки разъезжать на общественном транспорте в этих маршрутках, газелях, спринтерах. Хоть они тоже сейчас стали пошикарнее, но они решили, давайте скинемся все по чуть-чуть, всем миром, их большое количество, скинулись и вот купили мне прекрасный мой личный автотранспорт с личным водителем, но сказали, водителю будешь платить сам. Кстати, у тебя не займешь мне до следующей зарплаты, немножко водителю нужно заплатить. Умет, у тебя наглости хватает, чтобы спрашивать у меня деньги после того, как ты приехал Зафарден на мне поможет в лимузине. этом. После того, как ты приехал на лимузине и не взял меня с собой, я приехала на маршрутке. Ты это представляешь? Вот в таком виде на маршрутке. Ты ехала в такой позе или в такой позе? Как ты ехала? Я сейчас покажу. Была бы у меня Ладно, я сковородка, понимаю. показала, в какой Все. позе. Шутки шутками. Парвин, давай наслаждаться сегодняшним вечером. Потому что я тебе обещал прекрасный, уникальный, великолепный, интереснейший вечер. И он у нас будет таким. А потом я тебя на этой красотке, на этой красавице отвезу прямо домой. Договорились? И на работу буду привозить тоже. Умет. И увозить с работы тоже. Пока у меня не закончатся деньги на водителя, я буду увозить, привозить. Я буду ездить на этом лимузине, а ты, как сегодня я, будешь ехать на маршрутке. А мои поклонницы Понял? не поймут такого разделения. Все нормально, мои же поклонницы и поклонники поймут, а почему твоим бы не понять? Об этом мы поговорим в следующей передаче онлайн. Голосуйте, кто должен ездить на лимузине, Умет или Парвина? Парвина. Парвина, стоит вспомнить, что у нас с тобой сегодня все-таки не прекрасный романтический вечер, а великолепный вечер с нашими любимыми зрителями. И сегодня мы с тобой работаем в 8 часов. Ты готова? Мало того, что я здесь стояла, ждала, так еще 8 часов работать. Умет, я согласна при маленьких условиях. Ох В уж следующий эти раз женщины. я приезжаю на лимузине,
а ты уже на маршрутке. Вот теперь у меня замечательное настроение, все пришло в норму. Договорились, окей. Если это твои условия, то ради того, чтобы ты была сегодня моей соведущей на этом великолепном мероприятии, которое мы ждали целый год, Салом, премия Салом 2017, я для тебя готов ради этого на все. Потому что откуда же я найду еще одну Всё, такую хватит, обворожительную, хватит красивую, уже. главное, Ничего умную не и хочу мудрую ведущую, слышать. такую Хватит скромную, лапшу на не уши. любит комплименты. Хватит на уши лапшу вешать. Я все понимаю. Так что давай уже начнем. Так что уже зрители наши заждались. Итак, поехали. Поехали.